Здравствуйте, дорогие мои братья и сестры, Богом возлюбленные. Как я уже говорил, что каждая проповедь будет посвящаться отдельно православным татарам и тем, вот сейчас, например, череда тех татар, которые вот уже вроде бы хотят принять христианство, но переживают за себя в том плане, что а что будет с моими родными, близкими, ну, с папой, мамой, которые где он воспитывался, вот, где он и по сей день живет, и как это будет выглядеть все. Это вопрос человека, который хочет принять христианство, и возникает вот такой перед ним, вот такая дилемма перед ним, то, конечно же, этот вопрос для него, конечно же, актуален. И как бы может быть иначе. Поэтому мы не будем отвлекаться на какие-то темы. Вот прямо и будем начинать сразу вести диалог тех, кто хочет об этом узнать, и с тем, от кого вы хотите узнать, то есть от раба в Господе Иоанна, которого будет вам нести это Слово Божие, которое Бог ему верил. Вот мне Бог верил. Как я всегда говорю, что Павел – это апостол, Павел – вселенский учитель, это персонаж с Евангелия. И вот, как он говорит, вера происходит от слышания, слышание от Слова Божия. Вот, я уже вам говорил, я вам говорю, вы слышите, вот, а то, что я говорю, это от Слова Божия, верено мне. Вот я вам и говорю, тем людям, которые хотят принять христианство, и в итоге вот встает на пути, конечно же, непростой вопрос. Я согласен с вами. Давайте начнем. Дело в том, что вопрос, если человек, который поставил себе, цель, что ли, жить с Богом во Христе, такие вопросы желательно отклонять. Потому что, приняв христианство, ему будет тяжело продолжать жить с Богом, так как он будет все время думать о том, как будет обращаться с ними родители, друзья, все близкие. Поэтому на это надо вообще не обращать внимания. Надо идти Бога ради. Бога ради надо идти. И все остальное, что вам встанет на пути, преграда. А она будет обязательно, потому что, если взять в духовном плане, как духовнику объяснять вам сейчас, то сами подумайте, вот вам, допустим, 20 лет, 25, 30, 35 лет, да пусть даже 40, и вот вы столько времени были во власти лукавого, то есть ему служили. Даже если дела добрые делали, вы все равно жили вне царства нашего. То есть Бог говорит, мое царство не от мира сего. Те, кто уверовал в Господа и живет именно с Богом, наше царство не от мира сего. Поэтому мы говорим, мы находимся на территории сатаны, на территории Люцифера, князя тьмы века сего. А раз мы находимся на его территории, мы не можем жить без помощи Божией. Мы не можем жить без молитв Иисусовой. Мы не можем жить, не поддерживая себя причащением, святыми таинствами. Не можем жить в этом мире. Мы не можем, именно верующие, потому что мы здесь погибнем. Как Бог нам говорит, люди мира сего умнее в своем роде людей духовных. Потому что мы во все верим, всем доверяем,
мы всех любим, за всех молимся. Вот, тогда как мирские люди в основном думают, ну как бы заработать, где бы мы тоже думаем, верующие, об этом, чтобы заработать. Но мы думаем, как бы для чего, чтобы заработать? Ну, чтобы мы бы оделись, чтобы мы заплатили коммунальные, да? Чтобы было что поесть, чтобы было что отнести в церковь, да? В милосердие дать, милость дать. Вот это все мы для этого живем. Мы не живем для того, чтобы у нас были обогащения, да? Это я говорю о исключительно верующих, воцерквленных людей. У нас, среди нас, верующих, есть не все, например, подобные вот мне люди. Да? Что касается меня лично, я глубоко воцерквленный верующий человек. И поэтому я по себе говорю, и я с самого начала стал говорить, что все, что я буду говорить, я буду на своем опыте говорить по себе, так как я являюсь татарином, вот, и я проповедую первые несколько проповедей, которые я хочу посвятить, это посвящаю татарам. Только потому что очень много татар, которые хотели бы принять христианство, вот, но их останавливает вот эти вот жизненные вопросы, которые, конечно, очень и очень актуальны. Прям трогающее сердце. Это обязательно надо, конечно же, услышать, вот, и освободиться от всех этих, скажем прямо, помыслов, которые преследуют тебя при христиане. Так вот, я хочу вам сказать, вы столько служили на этому лукавому, и вот так взять вас, отпустить, не создавая вам никаких преград, это немыслимо. Сатана не был бы сатаной, если бы он так вам допустил бы. Сатана – это тоже евангельский персонаж, и он на самом деле существует, он реально существует, и вся его чудо, которое он делает, он внушает людям, что его нету. Вот его успех. Нету его. Да это болтовня, это пустословие. Такого слова не скажет верующий человек. Это скажут только мирские люди, которые не живут с Богом. А мы, живущие с Богом, мы знаем реально, что существует мир грядущий, где в нем царям, Господь Господь наш Иисус Христос. И только через него, как Петр говорит, нет имени под небом, которым бы надлежало человеку спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, я тем, кто хочет принять имя Иисуса Христа в сердце своем, как Спасителя душ, я им сейчас говорю. Вопросы, которые к вам приходят, помыслы это, вам нужно быть уверенным в том, что вы делаете выбор раз и навсегда. Тот выбор, который вы собираетесь сделать, он является раз в жизни, может быть, на то и вы и родились, чтобы сделать этот выбор, допустим, как я. Да? Может быть, на то я и родился, чтобы это слово, то есть принять христианство и нести слово своим же братьям, своим татарам, чтобы они спасли души. Что делает проповедник? Что делает духовник? Да? Для чего все это вот вам? Для чего это проповедник несет? Уже первое, для чего это он делает? Чтобы спастись, то есть донести Слово Божие, и чтобы люди, которые услышат, они спасли также свои души и попали в Царство Небесное, не живя здесь, на земле. Как в аду, что здесь наша жизнь не является в данный момент жизнью. Жизнь после жизни начинается в Царстве Небесном. А здесь подготовка. Здесь мы несем испытания, искушения, преграды, как я вам говорю. Вот для этого проповедник несет Слово Божие, чтобы вы могли спастись, уверовать в того, кто за вас принял на себя грехи ваши, которые вы совершили и которых еще совершите, и ваши дети, которые совершат. Он за все, то есть взял грехи и вознес на крест за тех, кто уже прожил. Вот мы живем и за будущих. Вот для чего нас Бог посылает, чтобы донести Слово из
по крайней мере, чтобы спасти некоторых. Потому что мир, в котором мы сейчас живем, он очень-очень, на самом деле, он очень-очень жесток. Когда приходите в христианство и живете уже с Богом, у нас нет ни прокуроров, ни следователей, да, нет ни капиталистов. Все в духе равны. В духе все равны. Вот. Не в миру, а в духе. В миру никогда не будет равноправия. Только в духе равноправие. Вот. Тут есть свои этикеты, есть свое воспитание христианской культуры, как себя жить, как вести. Все это делится тоже на свои каноны. То есть, как бы, знаете, например, придешь в больницу, там свои правила. Придешь в пожарную, в милицию, придешь на работу, везде свои правила. Придешь на занятия, в спортзал, там свои правила. И вот так же и здесь придешь в духовную жизнь, тут свои правила. Правила какие? Духовные, которые тебе делают жизнь твою свободной. От чего? Свободной. От помыслов, от всякой нечистоты. Да, ты перестаешь, я, например, как принял христианство, я не курю, вот уже 19 лет, не пью, абсолютно никак, ни при каких условиях, у меня даже в голове этого нет. Да? Я уже потерял свое мнение. Мнение у меня когда-то вначале было, сейчас у меня мнения нет. Своего мнения у меня нет. У меня, нам так и говорится, когда вас поведут к начальству, к властям, к народу за Слово Божие, в этот момент не думайте наперед, что и о чем говорить. Ибо в этот момент вас будет говорить Дух Святой. Поэтому мы, проповедники, живущие в Боге, лишаемся своего мнения. Мы живем в воле Господа. Почему воля? Когда у Господа был такой момент, когда вот его не сегодня-завтра начинались страдания, которые он должен был вознести на крест. И он в молитве говорил, прямо перед тем, как страдать, он Богу говорил: Господи, пусть сия чаша меня минует, но да будет воля не моя, но твоя. Поэтому ни воли, ни мнения у нас нету. Даже ума нету у нас, у верующих. Потому что знание надмевает, любовь назидает. И мы живем в Духе Святом, когда, нам же говорю, когда мы идем к Богу, то есть как бы от Бога идем к народу, нам Бог вкладывает в Дух, то есть Дух Святой. Нам говорит, что говорить людям, которые ждут Слова Божия, которые нуждаются в этом. Поэтому, видите, у меня нет ни конспектов каких-то, что я написал о чем-то.